Качество питания – залог здоровья каждого ребенка. Основную часть суточного рациона дети получают в образовательных учреждениях. Поэтому организация питания должна предусматривать обеспечение детей большей частью необходимых им пищевых веществ и энергии именно во время пребывания в школах и детских садах. Что едят наши дети и соответствует ли качество питания установленным нормам? Чтобы ответить на этот вопрос, мы обратились к жителям автономии, спросив их мнение. У нас в школе кормят только детей до 4 класса включительно. Но я, насколько слышала, это не очень хорошее питание. Дети не сыты. И бывает, что им даже не нравится то, что им дают. Например, где мой ребенок учится, очень хорошо кормят. Молдавский лицей, 2-я школа. Насколько я помню, еще в свое время, когда училась в школе, питание было хорошее. Сейчас, честно говоря, даже не знаю, чем кормят детей, потому что очень часто дети бегают через дорогу в соседний магазин и покупают сухари, чипсы, булочки. Вот в нашей школе нет буфета, и поэтому мы бегаем в магазины. Всегда стараемся для детей все лучшее, что было. Так и надо и рацион немножко более, чтобы был богат. Советская должна быть. Если котлета была, она была такая, что балдели от нее. Должно быть сбалансированное питание для детей. Есть специалисты, которые дают рекомендации, как правильно кормить детей. Народный адвокат по правам ребенка Майя Бонареско утверждает, что в школах и детских садах качество питания никто не контролирует. Качество продукции в этой кастрюле никто, в принципе, не проверяет. А не проверяют и качество, которое поступают. Столько детей и отравились, и больные. У нас и поджелудочные, и разные, что хочешь у маленьких детей. Это что значит? Это некачественное питание. Если мы дома стараемся, как родители, дать ребенку лучше, в садике он попадает в такую ситуацию. Как сказал один из респондентов, медики раньше были везде, а есть ли они в школах сейчас? У нас был случай, ребенок умер. Просто в школе умер ребенок. Летальный случай произошел у нас в период учебных занятий. Это с ребенком произошло на переменке, после того, как ребенок поел в столовой. Потом вернулся в класс, достал бутерброд, который ему дали из дому, разговаривая с одноклассником, просто поперхнулся, и ребенок погиб. Оказывать элементарную медицинскую помощь не удалось. А потому что эти медицинские кабинеты, они не оснащены. Преподаватели не готовы оказывать, не подготовлены оказывать первую медицинскую помощь. И дети сами тоже не могут оказывать. Медицинские работники, которые в школах, их нету, потому что у них особый график работы. В чем же причина отсутствия медработников? Это их личная халатность или дело в другом? Кто отвечает за деятельность медсестер Гагаузии? Мы собрали всех медсестер, которые работают в школах и садиках. Управление образования, управление здравоохранения их собрало вместе. Эти медсестры, которые по много лет работают в школах, впервые увидели друг друга. Какой-то случай, как отравление было в Кишиневе, или как был случай у нас в Баурчах. То же самое. Все начинают искать медсестру. А что сделано государством для того, чтобы эта медсестра была? Мы доверяем школам самое ценное – своих детей, не зная наверняка, как пройдет день ребенка сегодня и в каком состоянии он вернется домой и вернется ли вообще.